Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте. Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссеры Мария Новгородова, Михаил Эверстов. А в нашей студии гости, и я рада их представить. Заместитель министра Министерства промышленности и геологии Республики Саха-Якутия Антон Андросов. Антон Иванович, здравствуйте. Добрый день. Основатель ювелирной фирмы КРГ Александр Павлов. Александр Кириллович, добрый день. Добрый день. Главный инженер акционерной компании «Алроса» Василий Туласынов. Василий Борисович, здравствуйте. Добрый день. Я благодарю вас, что вы пришли сегодня в нашу студию, нашли время в свой праздничный день, профессиональный праздник. Сегодня вся Якутия отмечает День работника ювелирной и алмазогранильной промышленности Республики Саха-Якутия. Я вас поздравляю. Спасибо вам за ту красоту, которую вы дарите. И хочу сразу спросить, какие слова, какие пожелания вы ждете в этот день? Что вас радует? Добрый день, уважаемые радиослушатели, телезрители. Позвольте вначале поздравить наших коллег от имени нашего Министерства промышленности и геологии, от имени правительства Республики Якутия. Позвольте поздравить с профессиональным праздником. Уникальные навыки и таланты в обработке драгоценных камней и металлов делают вас неоценимыми специалистами в мире ювелирного искусства. К вашему празднику республика получила значимый для всей отрасли подарок. Мы получили очень большую радостную новость. Якутские бриллианты получили патент и вошли в государственный реестр охраняемых объектов интеллектуальной собственности нашей страны. Бриллианты Якутии – это гарант качества и уникальности. Это высоко оценивается не только в республике, но и в России, но и за ее пределами. Заслужили наши специалисты такие безупречную репутацию во всем мире. И сегодня, так же, как и якутские ножи и хомус, наши бриллианты получили документы Федеральной службы по интеллектуальной собственности, через по Роспатенту. Теперь бренд «Якутские бриллианты» могут использовать только наши производители. Хотел бы с такой радостной новостью поделиться, поздравить всех коллег, друзей, ювелиров и гранильщиков, что пожелать, конечно же, творческих новых идей, успехов в таком нелегком труде. Спасибо. Присоединитесь, пожалуйста, к словам поздравления. Давайте я поздравлю в первую очередь. Уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели, уважаемые коллеги, разрешите от имени компании «Алроса», от имени коллектива и руководства якутского предприятия по торговле алмазами поздравить вас с вашим профессиональным праздником. Хочется высказать слова благодарности вам за ваш благородный труд, за то, что делаете нашу жизнь ярче и краше, за то, что продвигаете нашу народную промыслы, наши народные традиции, нашу культуру в ювелирных своих изделиях. Хочется пожелать вам, конечно, нам всем и вам мирного неба, стабильности, процветания и продвижения вашего бизнеса. Естественно, дальнейших творческих успехов, здоровья вам и вашим близким. Спасибо. Да, Спасибо. Я тоже хочу от имени нашей фирмы, ювелирной фирмы «Кирга», поздравить всех коллег, ювелиров, огранщиков, всех, кто связан с ювелиркой и гранильным производством, поздравить нашим профессиональным праздником. Это мы, ювелиры, гордимся тем, что наш президент тогдашний Штыров Вячеслав Анатольевич принял решение о том, что именно отмечать День ювелира и гранильного производства. И мы не стыдимся, что якутские ювелиры с древнейших времен, можно сказать, да, мы имеем особые особенности во всем мире. В ювелирном мире наши уникальные ювелирные изделия. Илинкабер, Калинкабер, да, наши браслеты, разные все сережки и так далее. Это ремни, разные якутские украшения, они особенные. Они, практически никакого такого нет. Похоже, есть, но
Вот, поэтому это чисто вот мы благодарны своим предкам за то, что они вот нам оставили такое наследство. И наша фирма, и я думаю, и другие фирмы, которые сейчас, 11 фирм, которые производят здесь ювелирные украшения, они продолжают эти традиции и еще развивают, стилизируют, новые изделия делают на их основе. И поэтому не зря вот наши ювелирные предприятия, в том числе наши, завоевываем вот на различных международных, всероссийских конкурсах ювелиров призовые места. Ну, чаще первые, вторые, третьи места. Ну вот, и мы гордимся тем, что наша фирма впервые в истории ювелирного производства нашего, якутского, мы впервые завоевали гран-при. Это для нас очень большая оценка нашего труда, наших ювелиров. И поэтому вот можно считать, что Якутия завоевала вот гран-при. То есть абсолютные чемпионы среди ювелиров в России, можно сказать, стали 2 года назад. Поздравляю вас. И к празднику мы можем еще рассказать о том, что есть серия, да, фильмов. Как раз у нас есть видео. Мы можем фрагменты посмотреть из этого фильма. Да, это вот касается промышленного туризма, потому что ювелиры, мы зависим очень много зависим от туризма. Потому что, во-первых, у нас население маленькое, можно сказать, да, рынок сбыта, можно сказать, маленький. Чисто вот людей, которые могут покупать изделия, они, 300-350 тысяч активно покупающих, да. И поэтому вот поток туристов, которые приезжают к нам, очень нам помогает. Потому что уникальные наши изделия, особенные изделия такие. И поэтому мы сами хотим, чтобы начали вот цикл, чтобы помочь и другим предприятиям, не только ювелирным, то есть промышленным предприятиям, допустим, ЕТЭК, Эльга Уголь, Лорб, наши алданские коллеги, да, Селегдар, будем сейчас золотодобытчиков и так далее, ювелиров покажем. И этот цикл должен показать, что вот именно труд ювелиров, промышленников, это очень нужен для нашей республики, он нужен и для тех людей, молодых особенно, которые могут там трудиться, получать высокие зарплаты и так далее. Поэтому вот мы начали этот цикл вместе Якутсгол, вот можно чуть-чуть посмотреть. Да, как раз в целях профориентации, да, чтобы побольше специалистов привлечь в вашу сферу, о чем мы подробно еще будем говорить. И сейчас я попрошу нашего режиссера фрагмент из этого фильма показать для наших зрителей. Дорогие друзья, мы открываем новый цикл передач «Промышленный туризм». Сейчас мы находимся в республике Саха-Якутия, на реке Лена. Мы расскажем про выморозку, которая происходит на реке Лена. Расскажем про Алроса, расскажем про Эльга-Уголь. Здесь очень много интересных фактов. Смотрите. Вау! Заменили полностью левый борт, все подвороты. В основном у нас идут черви. Прежде всего, якутский нож. О, здесь даже есть юкола. Выморозка у нас делается для того, чтобы нам осмотреть, если потребуется ремонт, отремонтировать винтер-рулевой комплекс. По традиции народа Саха мы обязательно должны покормить нашу землю по солнечному кругу. В этом году в национальном парке Ленские столбы впервые подключили подсветку в темное время суток. Необыкновенно красиво. Добрый день, друзья! Мы сегодня отправляемся в Вилюйский район, где находится Якутская топливно-энергетическая компания ЕТЭК, где добывается голубое золото Якутии. Как они добывают газ. Ну что, поехали? По дороге мы поедем к Августине Филипповой, знаменитому модельеру. Августина Николаевна нашла множество сходств в сказках великого поэта с якутскими сказаниями.
Крамаренко Максим, я инженер-технолог цеха добычи, каются туда, вот, и оттуда по газовому коллектору приходит сюда. Сейчас за нашей спиной это блок входных ниток. Ну да, это схема обустройства средневилюйского газоконденсатного месторождения, 48 рабочих скважин, которые работают попеременно. Это кабинет хроматографического анализа. То есть мы проводим испытания и выдаем паспорт качества. Начнем наше путешествие. Дорогие друзья, мы посмотрели фрагмент из профориентационного цикла передач для того, чтобы привлечь к алмазогранильной промышленности больше специалистов и сделать, наверное, эту профессию более популярной. Об этом, я думаю, мы еще подробнее можем. Или вы чуть-чуть добавите? Я хотел бы добавить. Вот с компанией Керге на полях Восточного экономического форума, наряду вот с компанией Алроса, с добывающей компанией Селигдар было подписано соглашение вот именно по промышленному туризму. То, что вот Александр Кириллович рассказывал, нам необходимо в первую очередь это профориентация, привлечь людей в целом в промышленность, ну и чтобы у нас ювелирно-гранильная отрасль тоже была представлена. Это у нас Керге, они очень большую активную работу в этом направлении делают. Ну и наши коллеги вот поддерживают со стороны Алроса, мы подписали сейчас соглашение, будем реализовывать проект. Вот тут во фрагментах видели компании ЕТЭК по нефтегазовой отрасли уже реализовали такой проект, сейчас поток туристов туда ездит, школьники, это профориентация. Ну, вкратце как-то это так. Это очень интересный, хороший проект нас ждет. Я думаю, что в ближайшем будущем мы еще дальше его реализуем. Туристам будем показывать, как граница там, алмаз, как делаются ювелирные изделия. И прям, чтобы люди могли вот сесть, это вот сделать сами. Это будет очень прям хорошо. В массы отпускаете знания. Василий Борисович, Якутия, алмазы, Алроса, словно слова-синонимы. Расскажите, пожалуйста, насколько сегодня Алроса участвует в производстве бриллиантов и ювелирных изделий? Вот. Компания Алроса на самом деле, наверное, единственная компания в мире, которая добывает и из добытых алмазов производит бриллианты и ювелирные изделия из них. Группа Алроса имеет свои собственные производственные гранильные мощности в Барнауле, в Смоленске, в городе Москва и старейшее ювелирное производство в городе Смоленске. Это еще наследие ПО «Кристалл», серии заводов «Кристалл» по Советскому Союзу. Вот. Ну, вот, в принципе, вот так. Это все. Я думала, вы скажете гораздо больше. А специалистов, которых вы ждете вот к себе, я вообще как-то слышала, что в Алроса может прийти абсолютно человек любой специальности и научиться огранять вот эти вот алмазы, камни. Неужели это так может освоить эту специальность любой человек? Ну, насчет огранщика, конечно, в теории любой может прийти, но лучше, если человек обладает какими-то творческими способностями. Чуть-чуть микрофон поближе. Творческими способностями, или умеет рисовать, это, конечно, больше ему поможет. А насколько сегодня профессия алмазогранильщика, ювелирщика, как мы называем, да, так просто, насколько, на ваш взгляд, она сегодня популярна и востребована? Вот ваш взгляд прямо изнутри людей, которые непосредственно в этой профессии. Ну, во-первых, эти две специальности, они, можно сказать, опять особенные, потому что не каждый может этим заниматься. Ну, во-первых, надо не то что азы знать, а научиться. И учеба, как у медиков, это тоже долгая история может быть, да? Потому что ювелир, я про огранщиков не буду говорить, про ювелиров, то это очень такая специальность, где требуется, во-первых, усидчивость. Это долго, упорно надо сидеть. Надо быть хорошим, талантливым художником. Очень обладает хорошим вкусом. Да? И знать историю. Вот, допустим, тех же ювелирных изделий, якутских ювелирных изделий, да.
То есть интересоваться модой, ювелирной модой. То есть человек практически еще многие качества, которые, можно сказать, нужны для ювелира, чтобы он был хорошим, настоящим ювелиром. И поэтому это не каждый это может осилить. Вот. И мы, естественно, у себя учим. Вот. Но многие у нас закончили Якутское художественное училище имени Романова. А некоторые закончили СУФПУ, вот, технолога ювелирного производства. Есть Красноярский художественный институт, закончивший. Поэтому у нас можно сказать, что наши ювелиры и дизайнеры уже достаточно подготовлены. И поэтому вот мы не зря завоевали гран-при. Вот. Но через нас проходило очень сотни человек. Кто хотел, вот, думали, что вот это очень просто. Пришел, там, научился чуть-чуть паять и так далее. Но на самом деле не так. И поэтому очень многие, они... Ну, каждой профессии же есть. Это настоящий, допустим, врач, там, хороший врач. То же самое и здесь. Настоящий учитель, педагогов много, но настоящих таких профессионалов же мало. Вот то же самое в ювелирном деле. Чтобы стать хорошим ювелиром, сколько лет нужно, вот, по вашему опыту? Ну вот очень хорошие, талантливые, изнутри, как говорится, вот, ну, у которых даже в генах есть, да, они могут, ну, за полгода уже стать, ну, достаточно хорошим ювелиром. А вообще сколько их готовят? Какие учебные заведения? Вот у нас Якутское художественное училище. Вот вы да, у них, только его назвали. Да, Северо-Восточный федеральный университет готовит. АГИКИ. И также Артистский государственный институт культуры. Колледж сейчас изменили, колледж технологий, как он сейчас называется. Якутский промышленный техникум. АЯРУС или как-то. Ага. И вот Якутский промышленный техникум. И еще на этом... Ну, это вот основные наши учебные заведения, которые готовят специалистов. Но в них, наверное, побольше, чем полгода учиться. Ну да. Нет, конечно, это и там база высшего образования, база среднего профессионального образования. И могу сказать, что вот наш университет готовит специалистов широкого профиля. Они учатся практически всей цепочке, которая необходима вот, ювелиру обладать. И что сказать там по среднему возрасту вот компании. Я буквально недавно вот был у нас в цеху в компании вот УРУ. Работает порядка 130 человек, их всего в компании. И вот и молодые ребята сидят, делают ювелиры, сидят огранички. Есть и люди среднего возраста. Но преобладающее большинство сейчас, конечно, молодых специалистов в компании работают. И это очень отрадно, что вот есть молодые люди, которые вот продолжают традиции. Дальше династиями люди работают, учатся даже семейными династиями. Вообще бытует мнение, что чтобы стать хорошим ограничником, потребуется 10 лет. Но на самом деле, вот по опыту нашей гранильной отрасли, здесь в Якутии, то якутский народ, он более, скажем так, талантлив, какие-то у него есть свои природные навыки, что они достаточно быстро становятся профессионалом своего дела. Генетическая память. Да, вот на примере вот наших гранильных заводов, Бейл, Даймонд, МДК, вот, мы награничники. Вот. А что касается компании «Алроса», вот я могу вот дать небольшую статистику по реализации, ну, продолжая тему. Участвует ли «Алроса» в гранильном производстве, да? Да, участвует. Я уже ответил, что у нас есть гранильные производства свои. И если привести статистику с 2001 года, то реализация бриллиантов и ювелирных изделий компании «Алроса» на внутреннем рынке у нас в России выросла существенно. Вот, допустим, если в 2001 году было реализовано в миллиардах рублей, в 2001 году 2 миллиарда с небольшим, 2 миллиарда 7, что ли, миллионов, вот, то уже в 2022 году это было 4,9 миллиарда рублей, в 2023 году это 5,8 миллиардов рублей, и в этом году, по прогнозам, мы ожидаем
87 миллиардов рублей. Отличная... Это почти 4,5 раза. Да, мы прерываемся на рекламу. Я думаю, может быть, вы продолжите вместе с нами быть во втором уроке. Но если нет, то нет. Спасибо. Дорогие друзья, мы продолжаем снова в прямом эфире. И напомню, что сегодня праздник, День ювелирной и алмазогранильной промышленности Республики Саха-Якутия. Сегодня в нашей студии люди, которые имеют непосредственное отношение к этому празднику. Я еще раз представлю. Заместитель министра Министерства промышленности и геологии Республики Саха-Якутия Антон Андросов и основатель ювелирной фирмы КРК Александр Павлов. И еще раз с праздником. Давайте продолжим тему, которую мы начали в первом блоке, по статистике. Да, я хотел бы сказать, что наши компании, ювелиры, производят значительное количество ювелирных изделий. Если взять это за прошлый год, за 23 год, было произведено на сумму 675 миллионов рублей ювелирных изделий, в том числе с бриллиантами это 116 миллионов рублей. В этом году по первому полугодию у нас уже произведено изделий на 341 миллион рублей, из которых на изделия с бриллиантами приходится 75 миллионов рублей. Основную долю рынка это у нас, конечно, компании это драгоценности Якутии, компания УРУ на сегодняшний день. Вот они составляют львиную долю всего нашего рынка по производству. Мне очень нравится бывать вот у вас в КРГ. Там можно сделать все, что ты хочешь, отремонтировать вещи, купить. И скидки там хорошие бывают. Расскажите, какие еще услуги вы предоставляете населению? Вот наша фирма КРГ, она единственная в России, оказывается, которая предоставляет все виды ювелирных услуг населению. Ну, кроме ломбарда. Ну, ломбард у нас был, но мы это дело закрыли. Это не очень честное и такое, грязное дело. Почему? Можно сказать, обманывать людей еще хорошо. Потому что там мало за грамм. Да. Вот. А так вот мы не только производим, да, на магазин, для продажи, но мы принимаем заказы на индивидуальные заказы. То есть каждый человек может прийти со своим эскизом или пожеланием каким-то, и мы это делаем, да, вручную. Вот. Это такие уникальные, эксклюзивные изделия делаем, да. Плюс ко всему, вот многие думают, что у нас только магазин. На самом деле, вот ремонт. Мы производим в день в среднем 120 ремонтов, да, 120 в среднем по ремонту ювелирных изделий. Потом у нас расширяем кольцо, уменьшаем их. Вот, допустим, человек покупает в магазине, а его размера нет. Тогда мы можем увеличить или уменьшить прямо за полчаса. Удобно, что это в одном месте. Да, все. вот. И многие нас спрашивают, почему у вас нет филиала. У нас филиал в Москве есть, да? Здание постправительства нашего, да? А тут якутские, у нас же изделия единственного экземпляре многие, да? И мы ни колбаса, ни хлеб, где можно по всем точкам разбросать. Поэтому наша тактика, моя тактика, это бить в одну точку. То есть люди уже знают, что КРГ находится на проспекте 9/2, и они туда приходят и могут все виды услуг делать. Ремонт, там чистка изделий. Вот, допустим, у нас последняя услуга, которую придумала моя супруга, это «сделай сам». Что это такое? Это когда молодожены приходят, приносят свое золото, и из нее мы прикрепляем одного мастера, ювелира, и он показывает. И от начала до полировки все делают эти молодожены. И все это снимается на видео, и потом на свадьбе это показывается. Это бомба. Они как будто бы сами сделали себе. Да, не как будто, точно они. Да, все, мастер показал, они все начинают обжигать, там, плавить и так далее. Все. Хорошо вы так профессию свою, получается, вот прям обучаете ей?
полностью показывать. Да. Это же очень нужно, необходимо для популяризации отрасли, да, всей. Хотел бы вот немножко сказать, что в рамках вот праздника Дня работников ювелирной и алмазогранильной промышленности, это у нас к нему относится вся отрасль, все люди, которые у нас работают в этой отрасли, начиная там от уборщиц, экономистов, бухгалтеров, самих ювелиров, дизайнеров. Вот у нас проходит сейчас в рамках ювелирной недели, начинается выставка ювелирной династии, проводятся сейчас различные мастер-классы. Вот, пользуясь случаем, приглашаю всех, у нас в нашем сокровищнице в Гохране будет организовано сегодня вот открытие выставки ювелирной династии Якутии. Это вот одни из красивейших наших украшений будут выставлены там. Это где вы еще расскажите? Это у нас сокровищница Якутии Кирова. Сокровищница, Да. ага. Сейчас вот в данное время как раз-таки идет вот открытие нашей указанной выставки. Вот. И хотел бы немножко вот оставшееся время сказать вот те меры поддержки, которые оказываются нашей республикой. Нашим главой республики Айсеном Сергеевичем Николаевым был принят стратегический указ о развитии местного производства, где мы к 30 году должны возродить нашу ювелирно-гранильную отрасль, увеличить производство и объемы ювелирных изделий в 7 раз. У нас такая задача поставлена главой республики перед правительством, именно перед нашим министерством. На сегодняшний день мы помогаем нашим коллегам теми мерами поддержки, которые у нас на сегодняшний день есть. Это предоставляем льготные займы на приобретение оборудования. Это у нас 1% годовых на сегодняшний день. Это для компаний, мне кажется, в нынешних условиях такой ключевой ставки высокой, это значительная помощь. Компании уже у нас, порядка 6 компаний у нас получили займы. Также сейчас со следующего года начнем выдавать займы на конкурсной основе на пополнение оборотных средств. Тоже там по льготным процентам, это будет порядка 5% годовых, что в нынешних условиях, когда коммерческие кредиты получаются по 25-30%, это вот будет той опорой, помощью для наших ювелирных компаний, которые именно осуществляют производство на территории республики. Вообще принято как-то считать, что люди, которые имеют отношение к вашей промышленности, это богатые люди. В реальности это так? Нет. Понимаете, Нет? сейчас сырье очень выросло в цене. Там, золото сейчас порядка 8 тысяч за 1 грамм. Делать ювелирные изделия, приобретать вот сырье такое дорогое. Там, на бриллианты цена, то есть, там, на алмазы очень цена подросла, на серебро подросло. Поэтому, конечно, там, если взять статистику отдельных компаний, там вырастают оборотные средства, но от того, что оборотные средства вырастают, не вырастает количество производимой продукции, а оно даже и уменьшается за счет того, что роста цены на цветные металлы. Там, недалеко ходить, то в прошлом году на золото торговалось порядка 5 тысяч рублей, 5500. На сегодня это 8 тысяч рублей. Это вот колоссальный такой рост, что вот наши компании, ювелиры, к сожалению, для них это очень сильно ощутимо. Вот Александр Кириллович точно меня поддерживает в этом вопросе. К сожалению, мы не можем никак влиять на цены, отпускные цены на тот или разный цветной металл. Но остается незыблемым, вложение в золото это все равно остается верным таким накоплением. Да, конечно, поэтому мы вот пытаемся поддержать наших ювелирщиков и помочь вот хотя бы льготными займами, чтобы они могли приобретать на это сырье именно для производства. Льготные займы на приобретение оборудования, то есть это чтобы перевооружение могли сделать под новые реалии. Сейчас же каждый день выходит практически что-то новое, новинки в производстве, чтобы они могли, наши коллеги, догонять и по производству всегда оставаться на высоком уровне. А как вы сами пришли в эту промышленность? Случайно. Расскажите. Это не очень интересно, но... А мне кажется, это всегда интересно, какая-то личная история, и почему так надолго с каким-то делом ты связан. Так получилось, что я действительно интересовался этим делом. Но вот так получилось, что когда Рембыттехника наша приватизировалась, акционировалась, тогда вот не разрешали, у них был ювелирный цех. И по районам были ювелирные мастерские.
Вот. И их не разрешали приватизировать тогда. Это в 93-м году. И вот мне предложили Министерство промышленности стать во главе государственного тогда предприятия. Вот. Ну, я вот тогда согласился и вот остался. И вот до сих пор, уже 32-й год пошел, как уже этим занимаюсь. Лихие 90-е, начало. Да. Я всегда говорю тем, кто прошел 90-е годы, надо давать орден мужества, хотя бы медаль за отвагу. Потому что это были действительно, вот сейчас вспоминаем со смехом, а на самом деле были очень сложные времена. Да. Дефолты, там, кризисы и так далее. Черная пятница, черный вторник. Помните, да? Антон Иванович помоложе нас будет, точно не застали. А вы как в эту профессию пришли, в эту сферу? По долгу службы наше Министерство промышленности и геологии курирует в том числе и ювелирную отрасль, алмазогранильную отрасль. Ну и мы курируем практически все направления нашей углеродной промышленности, углеводородная, поэтому вот это у нас работа такая. Хотел бы вот отметить сейчас, что, наверное, люди говорят, что есть такое, что вот наши там ювелирные изделия не очень там востребованы. Вот наши компании сейчас, вот я точно знаю, что они очень хорошо выходят на маркетплейсы и начинают реализовывать за пределами нашей республики, города, выходить на рынки. Вот в Москву выходят. Сейчас не обязательно иметь себе офлайн торговую точку постоянную, да. Ну, можно через наши маркетплейсы реализовать. Есть у нас коллеги, которые делают ювелирные изделия, там, бижутерию делают, и у них сейчас там реализация через маркетплейсы, но выше и больше, чем реализация здесь в офлайн-магазинах. Поэтому, мне кажется, есть потенциал к росту для наших компаний, и нам необходимо поддерживать те компании, которые у нас вот именно здесь производят. Там не те компании, там, которые у нас привозят сюда ювелирные изделия, произведенные в других регионах, конечно, да, а именно которые вот здесь, вот таких как Керки, наша компания, там, Драгоценности Якутии, компания УРУ, вот ряд таких у нас компаний есть, производителей, которые делают, ну, очень хорошие изделия, что вот. И ювелирная отрасль наша такая, она дарит положительные эмоции. Это вот всегда ювелирка связана с людей, с положительными эмоциями. Это вы же покупаете, такую радость получаете, либо дарите в подарок какой-то, да, на какое-то событие. И всегда это, ну, положительно. Там ребенок родится, там, к таким-то хорошим, к свадьбам, там, к дню рождения. То есть. Вроде бы, да, предмет не первой необходимости, но все равно лучшие друзья девушек, бриллианты, с этим тоже никто не поспорит. Но теперь точно никто не поспорит, что это якутские бриллианты. Да, теперь есть после такого бренда, да. Да, что патенты на зарегистрированы. Мне кажется, действительно, вот хотят приобретать лучше наше местное, по крайней мере, мы как будто чувствуем эту разницу, и у нас нашей местной продукции выбор как будто бы больше. Я, конечно, не очень там часто посещаю такие магазины, но вот из того, что я слышу и вижу сама, я бы так сказала. Ну, теперь такие компании, как Sunlight, не могут себе вывеску ставить, что у них изделия с якутскими бриллиантами. Понимаете? Вот дагестанцы, да, вот на выставках у них вывеска «Якутские бриллианты». Я подхожу, говорю, почему вы так написали? А они говорят, вот бриллианты-то якутские. Ну, просто их... Ну да, если они купили, а в свои изделия их поставили. Но теперь уже никак. А как тогда они напишут? Ну, у нас же это именно к произведенным на территории республики якутские бриллианты будут. Ну, это изделия-то. Ограненные. А изделия? Тут же вопрос к именно самому бриллианту. Это именно создает помощь к тому, чтобы огранка именно здесь была у нас на территории республики. Если оно будет огранено в другом субъекте, оно не будет считаться якутскими бриллиантами. Тут географическое название вот не будет. А если, конечно, Александр тоже как профессионал сразу видит, где можно будет подводные камни, это если у нас купят ограненные наши камни и где-то сделают ювелирные изделия, они могут, там, если назовут так, якутские бриллианты, но мы тем самым создадим работу для наших огранщиков.
примеру. Вот. Тут вклад Алроса тоже сейчас у нас есть, компания тоже помогает, в стороне не стоит, но для поддержки наших местных алмазогранильщиков проводят здесь, конечно, не так часто, как хотелось бы, но проводят здесь аукционы. Не в Москве, там где-то, именно здесь территориально в Якутске аукционы, чтобы наши коллеги могли всегда участвовать, не нести какие-то дополнительные расходы накладные по проезду, по проживанию, там, чтобы съездить именно участвовать на аукционах. Конечно, у нас очень богатый край. Вы вот в своем фильме, да, профориентационной серии фильмов как-то вот все вместе собрали. И Ленские столбы вы показали, да, и вот эти вот все поиск этих добычу алмазов и творческих людей. И все это как будто бы вот вместе и неразделимо для того, чтобы в итоге получилось красивое изделие. Это просто анонс. Да? А так фильм-то под 40 минут, очень долгий. Минимум 25 минут каждый. 4 или 5 серий у нас уже. Раз такие фильмы создаются, значит, все-таки есть необходимость в том, чтобы люди приходили в вашу сферу, в вашу профессию. Значит, все-таки не так много сейчас тех, кто желает туда прийти. Возможно, нет какой-то еще достаточной поддержки вот для самих специалистов в этой сфере. Не только для того, чтобы люди приходили в сферу, это больше ролики для того, чтобы туристы наши. У нас сейчас очень в России, в нашей стране развивается внутренний туризм, и чтобы к нам приезжали гости. Чем больше гостей, тем больше может быть выручка и продажа у наших коллег, которые занимаются вот нашей ювелирной промышленностью. Понимаете, это нам необходимо завлекать сюда туристов. Мы можем сюда завлечь и показать, вот у нас есть трубка «Мир», можно вот съездить туда, посмотреть, то есть маршруты проложить. Это же очень интересно, откуда, как можно показать полный цикл. Вот здесь вот алмаз достается, вот здесь он граница, вот здесь он делается изделием, которое вы купили. Вот это вот на это нацелено именно для привлечения. Да, у нас местные жители, не каждый там был. Да. Тоже будет полезно посмотреть. Да, конечно. Спасибо вам большое. У нас остается до конца эфира вот буквально минута. Может быть, вы еще хотите что-то сказать, кого-то поздравить? Так, мы всех поздравили. Наверное, еще раз вот хотели бы поздравить и работников ювелирно-алмазогранильной отрасли, да, нашей республики промышленности, и ветеранов особенно, в частности, их отметить, поздравить, поблагодарить за то, что благодаря нашим ветеранам есть вот то поколение, которое сейчас работает, и отрасль наша, мне кажется, оно еще будет расти, увеличиваться производство наших компаний, и выручка, конечно, наших ювелиров. Я вас поздравляю еще раз с праздником вас и ваших коллег. Спасибо, что сегодня вы в нашей студии. И пусть те надежды, какие-то вот планы, да, о которых вы думаете, что вы хотите, пусть это сбудется, и пусть будет больше поддержка для людей в вашей сфере, для людей, которые дарят нам всем красоту. Спасибо. А слушателей и зрителей я благодарю за внимание. Всем хорошего вечера.